Y-хромосому, которая передается от отца. Когда ДНК-анализ выявил расхождение, ученые проверили других мужчин-потомков в поисках сыновей, рожденных от мужчин, не мужей матерей. Все участники тестирования были добровольцами, и ученые не анализировали ДНК их близких родственников во избежание выявления недавних случаев. По результатам исследования, опубликованного в журнале Current Biology, внебрачное отцовство среди фермеров и финансовых... Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе мы начинаем программу «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И в гостях нашей студии сегодня председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ» Ростислав Мурзаголов. Добрый день, Ростислав. По кличке Джон Сильвер, да. Здрасте. Вы можете присылать нашему гостю вопросы с помощью СМС-сообщений и сообщений в Телеграме. Я напомню номер +7 927 304 1051. А также вы нас можете смотреть с помощью прямой трансляции на Фейсбуке и на Ютубе. Нужна ли в стране политическая оппозиция, на ваш взгляд? Безусловно. В стране в целом и в республике в частности? Безусловно, в стране и, безусловно, в республике. Конечно, это не обсуждается. На ваш взгляд, реальная оппозиция, та самая, которая нужна, существует? А вы имеете в виду... Ну, вот действительно, оппозиция в чистом виде. Ну, да, у нас есть... Смотрите, у нас какая штука? У нас есть в республике определенные структуры, которые финансируют просто определенное решение своих задач. Там, условно говоря, там какая-то компания там как бы хотела, людей организовать там какое-нибудь там свое производство, да, вместо там существующего в каком-нибудь Стерлитамаке, например, да. Ну и, соответственно, при там предыдущей власти они со всеми удачно обо всем договорились, как бы, да, и должны были уже начать вот производить что-то большое, как бы на десятки лет вперед такой, создать себе огромный бизнес. Но тут как бы, в общем-то, на уровне руководства страны и нового руководства республики все принято другое решение, гораздо более логичное, гораздо более безболезненное для самого, например, Стерлитамак. Вот. А те люди как бы переживают, что, в общем, остались без там огромной кормушки на там десятилетия вперед всем своим поколением. Как бы, они переживают, финансируют что-то, как бы просят там одного журналиста об этом поговорить, другого, третьего. Это оппозиция или нет? Я не знаю. Наверное, скорее нет. Скорее это межэлитарная борьба с участием как бы, да, какой-то общественности. А бывают другие ситуации, когда просто люди выступают, возмущаются против чего-то. И это как бы, я бы даже не сказал, что это оппозиция. Наверное, это просто как бы свобода слова, которая у нас присутствует в достаточно полном объеме. Люди, когда возмущаются чем-то, они спокойно об этом говорят. Власть их слышит. Если кто-то говорит о том, что вы, идиоты, поставили остановки там, за 100 тысяч рублей, которые стоят там 50, то власть проверяет и делает оргвыводы, как бы, да, там, которые вчера последовали. Это как бы совершенно нормально. Называть ли это оппозицией? Я не знаю тоже. Или называть коммунистическую партию оппозицией. Тоже сложный вопрос, да, там тоже разные люди есть. Поэтому самое главное, что у нас есть свобода высказывать свое мнение. Это вот самое хорошее. Сразу несколько кейсов мы упомянули в ответе на этот вопрос, поэтому надо как-то разобраться по пунктам, да. Касательно вот первого элемента, да, по поводу конфликта интересов вокруг компании в Стерлитамаке. Но ведь есть еще общественность, которая никак не замешана, скажем так, в финансовых делах, а люди есть, которые говорят, что у нас памятник природы под опасностью, мягко говоря. Вот. И те люди вполне возможно высказывают свою точку зрения бескорыстно. Есть люди, которые высказывают свою оценку бескорыстно, но мы знаем о том, что на вершине этой пирамиды корысть. То есть как бы есть люди, которые эту компанию раскачивают за деньги, есть люди, которые платят за это. Вот, поэтому, собственно, тут как бы, к сожалению, это, в общем-то, установленный факт, установленный, так сказать, всеми возможными средствами установления таких фактов. Поэтому, когда вы что-то говорите, как бы в поддержку или против чего-то, просто примеряйте на себя эту ситуацию и думайте, а нет ли там какого-то не очень хорошего человека, который все это просто должен ли любой общественный активист, который имеет свою точку зрения, озираться вокруг в поисках того, кто, возможно, имеет те же самые интересы, подкрепленные какими-то финансовыми задачами? Человек сам реально так считает. Зачем ему обращаться? Я бы озирался, потому что, знаете, смотрите, то есть есть некая ситуация, когда как бы, есть некое производство, да, от которого зависят там десятки тысяч людей, да, напрямую, причем как бы вот прямо зависит. Вот не будет производства, будет им плохо. И город станет депрессивным, да, из развивающегося, да, неоднократно признавшегося одним из там хороших в России. Собственно, понятно, что откуда-то это сырье нужно брать. Приедет экскаватор, будет ковырять где-нибудь, не здесь, так в другом месте. Слушайте, Гумеровское это самое месторождение, оно ничем не хуже внешне, чем Куштау.
Там тоже красиво, там тоже природа, там тоже рыбаки, тоже люди отдыхают и так далее. Ну, красивых мест в республике, к счастью, много, а уникальных памятников природы, которых в мире Да. там 3 штуки осталось, и все они наши, их немного. Ну, вы знаете, если на любую точку Башкирии посмотреть, она обязательно каждая чем-то уникальна. Для меня уникальные самые это мои холмы в Кургазинском районе, да, как бы я бы страшно переживал, если бы кто-то там завез туда экскаватор. И когда его туда завозят, я тоже переживаю. Ну, что делать? Это жизнь, и в ней есть место и производству, есть место и красивым каким-то природным вещам. То есть, да, как бы здесь будет производство, но с другой стороны, компания, ну, понимая, что там это нехорошо, да, дает 700 миллионов рублей в год, это хорошая сумма, на рекультивацию, на строительство вот этого геопарка, который по соседству будет, там на развитие как раз, там как раз на консервацию вечную всех этих памятников, которые там есть, этих мезозойских эр и так далее. А когда ученые, да, специалисты Академии наук значит, делают выводы, что все-таки есть ценность определенная, есть уникальные объекты, те же самые археологические на Куштау, вот как к этому относиться? Это ведь все-таки люди с репутацией, в конце концов. Ну, я согласен, но ведь на самом деле природоохранного статуса нет у этого объекта. Соответственно, как бы там, где этот природоохранный статус есть, ничего не происходит, там будет это все консервироваться на века. А там, где его нет, там будет спасаться нормальная жизнь десятков тысяч людей. Это вся история. Ну, продолжая тему оппозиции, да, вот последние дни прошли так довольно бурно, да, в некой перепалке с вашим участием. Да-да-да, переписка Энгельса с Каутским, да-да-да. Судя по вашему посту, наш оппозиционер, один из таких, ну, его некоторые называют главным оппозиционером. Верховный оппозиционер всей Руси, единый безальтернативный лидер оппозиции. Так вот, аббревиатуру зачитывать не будем. Вы пишете, что он существует благодаря некой крыше, которая имеется у него в Кремле. Безусловно, я в этом уверен. Как вы это Я не знаю, подтвердить? в Кремле она или не в Кремле. Ну, где-то рядом. Ну, наверное, где-то рядом. Слушайте, я в российской политике много чего не люблю, как бы, да, есть много нехороших явлений, но самое безобразное из них, безусловно, это Алексей Навальный. Потому что человек, проект создан исключительно для того, чтобы маргинализировать саму идею не то что даже протеста, а даже каких-то возражений действующей власти, поскольку Навальный ведь как бы что создает, какую парадигму, какой дуализм. Либо погибни на баррикадах, с ненавистью к Путину, Хабирову, Мурзагулову, ко всем, да, вот к любому человеку, имеющим так или иначе отношение к власти. Они все очень плохие, они стадо орков, они негодяи, они жрут по утрам христианских младенцев и так далее. Ну, либо ты вместе с ними, либо ты такой же подонок, негодяй, орк и так далее. Вот эта вот дихотомия, которую они создали, это ужасно, это очень плохо для страны. И вы знаете, тот проект, к которому я имел отношение, это партия перемен, которая, к сожалению, не была запущена, да, благодаря в том числе активнейшей, деструктивной работе господина Навального, эта партия как раз могла стать такой площадкой для компромисса, для диалога, для нормального общения, так как бы это было, например, с СПС действительно в начале 2000-х. Но нет, как бы, да, какие-то кукловоды эту всю ситуацию торпедировали, и бац, и партии нет. Ну, по отношению к самому Навальному, наверное, можно разные точки зрения, да, иметь там и спорить на эту тему, но ведь есть люди, довольно большое количество его сторонников, Совершенно которые... верно, я понимаю, о чем вы говорите, мне тоже кажется, как бы со стороны там Лили Чанышева, там Федор Телин, которого я лично не знаю, в том числе, как и впрочем, как и Лилию тоже, но они со стороны кажутся просто хорошими, романтически настроенными людьми, вот, которые просто обмануты сектантом, кукловодом и негодяем, на мой взгляд. Вот и вся история. Но вы же их объединяете, вот даже в своем тексте комментарии «Коммерсанту». Вы пишете, их единственная цель, чтобы стране стало как можно хуже, привести ситуацию к взрыву, революцию, крови. Когда говорю их, я не имею в виду Федора, Лилию и Алексея Анатольевича. Я имею в виду Алексея Анатольевича и каких-то неизвестных мне людей, которые Алексеем Анатольевичем руководят, и которые в том числе отпустили его из тюрьмы после того, как суд уже приговорил. Такого вообще в природе не бывает. Это могут сделать только какие-то очень великие люди. Ну, в общем, я не знаю, масоны, ложа какая-то тайная, секретная. Но ведь протесты были очень бурные, в общем, неожиданно. Не было никаких протестов. Люди вышли. Нет, это все было где-то там, в каком-то городе, я уж не помню каком. Вот. А в Москве было несколько сотен человек, бывали и побурнее протесты. С протестами это никак не было связано. Это было связано с тем, что просто как бы там сели как-то люди, передоговорились. Это вся история. Но опять же, вот если к этому тексту обратиться, вы пишете не от своего имени, а пишете «мы». Мы открыто признаем, нам с ними не по пути. Мы да, я кто? имею в виду мы, руководство Башинформа, как бы, да, но мы, как бы, я могу говорить только от Башинформа, мы, как бы, агентство Башинформа, те, кто им управляет, мы вот против, мы не освещали эту ситуацию. То есть мы — это не руководство республики в целом? Нет, конечно, я не руководство республики, я в этом случае, я занимаю общественную должность в Башинформе, я председатель совета директоров. Ну и я член Общественной палаты России, я тоже имею право высказывать свое мнение, как бы объединять себя с некой частью башкирской общественности, как бы, которую я представляю в Общественной палате России. Это да, вот это мы. И это мы, как бы, ну, достаточно, как бы, здравые люди, как бы, да, не правые, не левые, не валенки, а просто, как бы, люди.
Ну, между тем, ваше рабочее место находится в администрации главы республики. Ну, просто так Многие удобнее на ассоциируют, что совещание вы там ходить, да. работаете. Ну, просто это близко. Это так удобнее. То есть Башинформ арендует помещение. Ну, я не помню точно, как это все обустроено. Ну, как-то нам оно предоставлено, да. Мгм. Этим занимался генеральный директор. Ну вот если все-таки вы не отождествляете ту же самую Чанышеву с Навальным, пишете, что вы рады, что она непосредственно не смогла выступить. Ну, потому что она бы излагала то, что ей вложили в голову, как бы, эти очень нехорошие люди. Вот, и, собственно, как бы она бы продолжала вот как бы тот раздел, тот раскол, который внедрен господином Навальным уже на территории нашей республики. А нашей республике просто развиваться надо. Нам надо просто как бы убирать то плохое, что есть, и А делать может что-то быть, хорошее. все-таки стоило выслушать? Мы же не знаем, что она хотела сказать. Она, наверное, хотела проанализировать проект бюджета и озвучить, что бюджет в тех-то и тех-то Знаете, у пунктах них не очень очень жесткая хороший. вертикаль власти, она не скажет ничего, кроме того, что одобрено ее сектой в Москве. Мгм. Ну, все-таки, наверное. Ну, Это, да, у них там железная А дисциплина. разве не было бы Да. более правильным все-таки Даже железнее, выслушать чем и в Башинформе. предъявить Лилии, зачем вы Слушай, эти вещи озвучиваете? ну, Ведь это просто много раз уже проверялось, и это всегда так. Мгм. Поэтому я рад, что там с регламентом там не случилось. То ли времени не хватило, то ли записались как-то не так. Я рад, что так получилось. Ну, регламент регламентом, а сама форма, как это все происходило, все-таки физически, да, выволокли девушку. Ну, человек нарушал порядок общественный, человека увели, это нормально. Мгм. Ну, а все-таки попытаться дать... Надежда. Ну, разве вот Не били, не плюрализм мнений, существует такое понятие, да? Вы себя позиционируете, в конце концов, либералом. А вот в Да, данной совершенно ситуации, верно. ну, как-то вот Ну, не вот мы вяжется. сейчас вот с тобой совершенно спокойно говорим на любые темы, да, открыто, как бы я спокойно обсуждаю любые вопросы. Вот, и, собственно, и эти вопросы все тоже можно обсуждать, да, но это как бы там же не было цели как бы пообсуждать что-то, это была цель как бы актуализировать Навального и его секту как бы на уровне как бы одного из высших, самых интересных, самых важных мероприятий в республике. Просто актуализировать, просто покричать, Я просто вспоминаю повести прошлые куда-то в выступления нехорошее Чанышевой место. на подобных слушаниях. Она всегда говорила как раз по пунктам, да, о том, что вот здесь цифры не очень хорошие. Навальный даже не упоминался ни разу. Послушайте, они ведь делают только одно, как бы, да, то есть, как бы, ну, они выходят в любом месте на сцену и говорят, что все настолько отвратительно, что немедленно нужно поднять бунт. Но Как это бы, же вся часть история. политической борьбы. Ну, хоть кто-то занимается Я политикой. против призыва к бунту. Я вот за эволюцию. Но все-таки И хотел за задать- преобразование внутри. О призывах к бунту структуры. что-то я вот тоже не вспомню, чтобы это было в ее выступлениях. Ну, нет, на самом на деле, акциях протеста, может Да, быть, какие-то да. были вещи там, что там власть уходи, но это разве призыв к бунту? Призыв к власти Руслан, уйти? я сказал то, что я сказал, я мнение свое не изменю. Если ты 10 раз задашь этот вопрос, как бы переформулировав, я 10 раз отвечу одно и то же. Нашим зрителям, мне кажется, сейчас и слушателям будет скучно уже все это слушать. Там еще один был эпизод высказывания спикера, да, Лиры Ихтисамовой о том, что вы там не знаете, с кем говорите. Вот как вам? Ну, это, конечно, грубовато было, да. Не Лира, это сказала Рида, не помню Ой, отчество. Субхангулова, да, простите. Субхангулова, Мгм. да. Я думаю, что это было немножко некрасиво, да. То есть, ну, собственно, ну да, она депутат, но, в общем-то, депутат — это всего лишь некий представитель некого населения, некой части его, который за него проголосовал. В общем, это было, наверное, too much. До этих слушаний еще одни у нас случились на уровне Уфы и тоже запомнились странными вещами, в частности, значит, глушилками сотовой связи. Ну, мое мнение, это безобразие. Я думаю, что это глупость и какая-то локальная глупость чья-то. Кто-то как бы проявил огромное рвение какое-то. Вот, я думаю, что по-хорошему, наверное, мэру там и, может, кто-то еще там из руководства республики должен этим позаниматься. По-хорошему я бы эти слушания просто отменил. Потому что, ну, очевидно, что, слушайте, ну зачем глушить? Ну, пусть люди постят что-то, что им нравится. То есть И потом, ну, какой смысл? Ну, они запостили через час все, что хотели, и что? Мгм. То есть эти слушания есть смысл повторить в нормальном виде? Я думаю, что, конечно, их надо повторять нормально, не в таком нервозном виде, пусть спокойно все говорят, что им думается на эту тему. То есть это, на самом деле, вопрос-то такой дискуссионный. То есть, с одной стороны, дельфин действительно, как бы, это изумительное существо, разумное абсолютно. Я как человек, который много лет занимается изучением сознания человека и, собственно, с сравнениями его с животным тоже, как бы, знаю, что это одно из 3 существ на планете Земля, у которых есть неокортекс, да, так называемый. То есть, как бы, это, собственно, то место, где, ну, возможно, где происходит личность человека, ну и в этом случае еще и животного. Еще у крыс, это 3-е существо. Вот, соответственно, издеваться над этим существом точно нельзя. Но другое дело, что, к сожалению, у нас пока достаточно мало возможности сканировать как бы неокортекс и узнавать реальные эмоции того же самого дельфина при том, как он присутствует в этом, соответственно, заведении. То есть какие-то примитивные эмоции мы можем считывать с помощью научных исследований, в том числе замеров того, что происходит в неокортексе у дельфина того же самого. Вот. Но доподлинно, к сожалению, сейчас никто не может ответить, страдает он в подобного рода институте, да, тут как вот они сейчас позиционируют
функционирует только как институт, где их будут изучать, да, вот, или не страдает. В тех условиях, в которых у нас существуют вот эти бродячие цирки, безусловно, животные, не только дельфины, страдают. Я за категорический запрет таких вот привозов, в том числе дельфинов, косаток, то любых животных на самом деле, и те же самые там тигры и львы, и слоны, которых нам привозят вот в этих передвижных ужасных клетках, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, но если здесь как бы их привезут один раз в каких-то нормальных условиях, если они будут там жить какой-то вольной, хорошей жизнью, ну, если она может быть вольной, как бы, да, в любом случае в закрытом пространстве, ну вот это надо думать, это надо на самом деле изучать научно, как бы, да, и спокойно принимать решение, можно или нельзя. С одной стороны, конечно, городу отказываться от инвестиций 700 миллионов не хочется, это элементарно. Представьте, какой аккумулятивный там эффект, да, мультипликативный. Вот, соответственно, это огромные деньги в развитии, и в том числе есть там районы, да. Вот, но другое дело, что если это действительно ведет к какой-то плохой ситуации экологической, то это тоже нужно иметь в виду. Вот первые слушания по дельфинам, вторые по бюджету, да. Если абстрагироваться от Лилии Чанышевой непосредственно, были еще люди, которые хотели выступить, но получалось так, что времени не оставалось. Вот как вы считаете, все-таки стоит ли эти слушания делать более гибкими, более продолжительными для того, чтобы все желающие могли выступить? Хотя бы несколько слов сказать о том, что они думают. Ну, там, по-моему, много народу высказалось. То есть, ну, там те, кто хотели, там, коммунисты сказали, там, зеленые сказали. То есть, это не сказать, что все, они там какие-то говорили добрые вещи для власти. Тоже вполне себе жесткие были выступления. Вот, с критикой, со всеми делами. Но, наверное, здесь госсобранию тоже как бы там не хотелось бесконечно сидеть. Это надо спрашивать у госсобрания, это отдельный институт власти. В общем-то, мы не регулируем, я имею в виду, мы Башинформ или там, я не знаю, Хабиров, наверное, не регулирует, сколько там они должны часов сидеть. Если им надоело сидеть там больше там скольки-то там заявленных часов, то они и разошлись. Ну, наверное, имели право. А красиво это или нет? На мой взгляд, достаточно большая палитра мнений прозвучала в этом заседании. Я так вот мельком просмотрел его, услышал много разного всякого. Вот. Но если вы считаете, если там значительная часть общественности считает, что этого недостаточно, ну, в следующий год, наверное, надо делать больше. Между тем, нам слушатель пишет, что Татарстан принял закон, запрет на цирки с животными. Молодцы, мучить животных харам. Я вот тоже, я не воцерковлен, так сказать, ни в одной из конфессий, вот, но в этом случае слово «харам» мне прям нравится. Вот. Даже будучи агностическим теистом, я могу сказать, что я поддерживаю такое мнение и думаю, что, может быть, вот нашему госсобранию бы надо было тоже обратить на это внимание. Еще один вопрос от слушателя прочитаю. В Фейсбуке есть группа для общения Хабирова с бизнесом, но, однако, там существует цензура, и реальные обращения предпринимателей о проблемах бизнеса в районах не выкладываются там. Зачем вы покрываете глав районов и опасаетесь вскрытия многих реальных проблем бизнеса, вместо того, чтобы постараться помочь ему и сдержать предвыборные обещания Хабирова? Вы ведь там тоже модератор? Нет, я там не модератор. Значит, смотрите, более открытым бизнес, как бы, чем при Хабирове, не был в Башкирии никогда. Хабиров ввел действительно прямое поручение к любому главе, любому замглаве принимать инвесторов потенциальных в любое время. Обязательно есть инвест-часы самого Хабирова, на которых он присутствует всегда сам, с всем иконостасом своих министров. И, честно говоря, вопрос я нахожу высосанным из пальца и каким-то придуманным, поскольку, я знаю, что в этой группе для бизнеса, как бы, да, там есть часто какие-то ситуации, когда кто-то говорит: дайте мне вот что-нибудь обязательно вот прямо сейчас и быстро, вот, просто решать какие-то свои вопросы. Я думаю, что в данном случае какая-то подобная ситуация, потому что нет ни одного момента ущемления прав бизнеса или там склонения к какой-то коррупции или какой-то еще к чему-то, которое как бы попало в любой доступный как бы канал связи Хабирова, вообще власти с обществом, и не было на это отреагировано. Потому что сейчас так невозможно. Как бы, да, сейчас никто ничего не прячет, нет никакой, в общем-то, логики в этом и смысла, потому что в том-то как бы является феномен как бы, да, Хабирова, что вот он открыл всю республику, открыл власть, он принимает любую критику, и он на нее реагирует исключительно и только вот этим самым, так сказать, деятельным образом. То есть принимаются меры, я сам за этим слежу в силу как бы того, что занимаюсь инцидентом в той или иной части. Вот, кстати, про инцидент вопрос. В последнее время я часто слышу мнение, что система инцидент на самом деле не сделана не для того, чтобы решить все проблемы людей, а для того, чтобы хорошо и вовремя собирать компромат на всех руководителей, для того, чтобы в нужный момент можно было бы выложить эту папочку на стол. Это невозможно. Инцидент есть ведь у многих очень доступ к нему. То есть в том числе у журналистов, в том числе у общественников. Там есть в любой
момент времени, в общем-то, четкое сравнение, как бы, где чего больше, каких проблем больше, в каком районе, в какой отрасли. Поэтому нет, это не папочки с компроматом. И потом, слушайте, 1,5 миллиона потенциальных инцидентов, как бы, да, изучено автоматикой и обработано нами в итоге за год. Как вы это будете регулировать? Вы что, из них части куда-то удалите, что ли? Это же невозможно. Они вот все там, они уже в системе есть. Их туда завести или вывести мы не можем. Они просто там есть. Они туда попадают автоматом. Поэтому здесь нет, это не совсем не так. Ну и потом, посмотрите на, в общем-то, ранжир, да, этих проблем. То есть вы же увидите, что на самом деле они совершенно неудивительны, эти проблемы. Они идут с первой по последнюю, по абсолютно понятной логике. Там здесь идет коммуналка, медицина, образование, все остальное. Вот. И по районам тоже всегда понятно, на самом деле, где... Почему тогда главы боятся этой системы? Они уже не боятся людей удалять эти сообщения. Они не боятся. Они, нормальные главы давно поняли, что это их, на самом деле, пособие просто. Это как бы огромный помощник, как бы они, на самом деле, используют его. Ну что ж, мы прервемся на новости, после этого вернемся в эфир с Ростиславом Мурзагуловым. В Москве 13:30. Здравствуйте, в студии Александр Плющев. В эфире выпуск новостей. В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой, как утверждается, бойцы ЧВК «Вагнер» жестоко убивают гражданина Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что эта видеозапись не имеет никакого отношения к российской операции в Сирии. Что касается преступлений, которые якобы совершают бойцы ЧВК в Сирии, то Песков сказал, что Кремль такой информацией не располагает. Это не вопрос администрации президента, сказал он. В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шавединов. Об этом он сам сообщил МБХ Медиа. С чем связано это задержание, он не уточнил. Однако стоит отметить, что за последние 1,5 месяца его задерживают уже 4-й раз. Напомню, сегодня основатель ФБК Алексей Навальный объявил о том, что Фонд борьбы с коррупцией подает иск к президенту России Владимиру Путину. В нем содержится требование признать незаконными действия президента по организации уголовного преследования ФБК. Федеральная служба исполнения наказаний заявляет об ухудшении качественного состава осужденных в колониях. Как заявил замглавы ведомства Анатолий Рудый, это связано с гуманизацией законодательства и применением наказаний, не связанных с лишением свободы. Таким образом, в местах лишения свободы все больший процент осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, сказал он. Противоречивые сообщения приходят о конфликте с участием гендиректора компании «Группа IB» Ильи Сачкова в Москве. РБК со ссылкой на источники МВД сообщает, что в результате дорожного конфликта Сачков обстрелял 2 таксистов из газового пистолета. В свою очередь, в пресс-службе компании говорят, что Сачков сам подал заявление о нападении, поскольку был вынужден защищаться от таксистов и даже использовать газовый баллончик. В компании подчеркнули, что Илья Сачков задержан не был. В Сбербанке заявляют, что одноразовый пароль в виде антисемитской надписи, который получил один из клиентов, это случайность. Пользователь Александр Шишов привел в Фейсбуке скриншот, на котором было предложение Сбербанка о кредите с паролем, который можно было перевести с английского как «Плачь, убивай евреев». В банке сначала назвали картинку фейком, а затем признали ошибку и пообещали пересмотреть механизм формирования одноразовых паролей. В Москве открыли московские центральные диаметры. Запущены 2 направления, включившие в городскую транспортную инфраструктуру пригородные электрички. Пассажиры жалуются на короткие поезда и проблемы с валидацией карты «Тройка». Запуск одного из диаметров привел к изменениям работы Аэроэкспресса от Белорусской до Шереметьево. Теперь он едет 50 минут вместо 35. Курс доллара на сегодня 64 рубля 2 копейки, евро 70 рублей 85 копеек. В Москве сегодня без осадков до -4, предстоящей ночью -6, -8. Завтра днем от 2 до 4 ниже нуля, осадков не ожидается. Александр Плющев, служба информации, Эхо Москвы. Расслабьтесь. Пусть ваши деньги работают на вас. Как? Узнайте на бесплатном семинаре по основам инвестирования. Запись по телефону 216 11 22. Представитель учебного центра «Финам» в Уфе, ООО «Финам РБ», Цурюпы 75. 18+.
Первый трест представляет жилой комплекс «Уфимский Кремль» в самом центре Уфы. Новая секция в продаже. Успейте купить на старте. 222 0111. Застройщик ООО «Трест номер 7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Я, Геннадий Малахов, считаю, что в любой ситуации нужно сохранять спокойствие. Особенно, когда в аптеках «Фармленд» такие скидки. Запомните, весь ноябрь в аптеках «Фармленд» скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности об организации акции, правилах вместе и сроках ее проведения узнавайте у сотрудников аптек «Фармленд» и на сайте farmland.ru. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Устал. Орган. Устал от прогулки. Yürüden орган. Устал от прогулки. Yürüden орган. В Уфе мужчина устал от пешей прогулки и угнал автомобиль. Уфада bir yürüden аргач машина кууп алып киткен. В Уфе мужчина устал от пешей прогулки и угнал автомобиль. Уфада bir yürüden аргач машина кууп алып киткен. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. В гостях нашей студии Ростислав Мурзагулов. Тетя Роза вас приветствует в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Спасибо, тетя Роза, я вас тоже приветствую. Напомню, номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграме +7 927 304 1051. Ну и немножечко все-таки по теме, которую мы в первой части обсуждали. Вот Федора Телина, юриста штаба Навального, вы упомянули, да? Но, опять же, неделями двумя ранее был пост Федора Телина о том, что он, значит, обвиняет, по сути, вас, да, в неких таких вот действиях, направленных на сгон болельщиков на стадион футбольного клуба Уфа. Вы ему ответили довольно в жесткой форме и пригрозили судом. Вот что с этим делом? Ну, я, наверное, не должен быть таким, типа, человеком, который меняет свое решение. То есть, если уж я там сатрап режима, там, злобный тролль, тогда я должен, злобный орк, точнее. Вот, я должен быть злобным орком до конца. Но, в общем-то, выяснилось, что у меня с ним есть много общих друзей, в том числе очень хороших людей, которые мне сказали, что это хороший парень, что просто вот он такой, что вот он считает всех во власти козлами, и меня в том числе, я не думаю, что он прав. Он написал действительно ересь про то, что якобы я сгоняю за деньги людей на матч, и потом даже после того, как я объяснил, почему на самом деле и как там оказалось, какое объявление, что это маркетингом занимался Бинго-Бум, вместо того, чтобы сказать, окей, я ошибся, хотя бы так, вот человек ответил, а что это я должен был проверять? Ну, ладно, не хотел проверять. Нет, как сейчас каждый человек СМИ, да, то есть он то, что написал, там, увидел много тоже, моих друзей, в том числе людей, с которыми я, общаюсь, и мне неприятно мнение, что то, что на стадионе «Нефтяник» стало много народу, что я это сделал за какие-то деньги, по сути, за их же деньги, да, то есть, потому что так или иначе это околобюджетные, какие-то окологосударственные компании финансируют. Вот, и я просто хочу, чтобы все услышали, что это неправда на самом деле. Вот, и все услышали, все поняли, да, я тебе тогда рассказал, ты это услышал многим, кто это тоже, мне задавались вопросы. Вот, Телин не захотел признавать свою неправоту, но в суд я на него подавать не буду, я так просто решил, просто мне его жалко, мне объяснили, что у него все очень фигово с деньгами, что у него одна куриная грудка на неделю лежит и так далее, то есть, я думаю, что будет неправильно даже 15 тысяч в этой ситуации лишать. Вот, а обычно за это по фейк-ньюс суд присуждает 15 тысяч рублей, и это делает достаточно быстро. Вот, поэтому, бог с ним, пусть остается в
в этой парадигме, что все козлы, ради бога. Ну, человек хочет жить в таком мире, пусть живет в таком мире. Но опять же, если абстрагироваться непосредственно от фигуры Телина, да, вот с этими цифрами, которые вы называете, любой человек, в принципе, может опубликовать свое мнение, ошибиться в этом мнении. Не было бы разве правильным просто вступить с ним в дискуссию или игнорировать, если он совершенно полную глупость пишет, а не вступать вот в какие-то такие вещи околосудебные? Понимаешь, я очень щепетильно отношусь как бы к тому, что происходит вокруг ФК Уфа, и если бы я действительно там за деньги сгонял людей на матчи, то я бы был действительно дураком, нехорошим человеком и, по сути, растратчиком бюджета клубного. Но просто ведь ситуация в том, что я же этого не делал, а то, что он написал, много народу прочитало, и у него там много журналистов в подписчиках, и многие у меня начали задавать вопросы: вот почему там у тебя появились люди на стадионе. И мне было это неприятно, и да, я, наверное, эмоционально среагировал на это. Вот. Но, честно говоря, я где-то втайне надеялся, что человек просто скажет: ну да, окей, я ошибся. Но человек это мужество сделать себе не нашел, как бы, да, ну, бог ему судья, ладно. Немножко к предыдущим, скажем, событиям хотелось бы вернуться. Ради Хабиров, вступая в должность главы республики, подписал указ, такой большой программный указ, сентябрьский. И некоторые эксперты, которые в нашей студии в том числе выступали, называли этот указ таким сырым, не очень продуманным с финансовой точки зрения. Некоторые называли его неамбициозным даже, потому что там, если цифры анализировать, то они вроде как так себе скромные. Они также предполагают, что этот указ был написан там на скорую руку, на коленке, там, под вашим началом. Как вы это можете прокомментировать? Нет, я экономикой не занимаюсь, я не могу заниматься всем сразу, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Вот, поэтому нет, я его не писал. Указ готовился много месяцев, я был свидетелем этой работы, и более того, вообще вот эта планида, собственно, разбить по направлениям конкретные проблемы населения и конкретным образом их решать, это вообще планида родилась еще в Красногорске. Вот, потому что, приехав туда, Хабиров внимательно посмотрел на то, что происходит, посмотрел на структуру запросов населения. Тогда не было системы инцидент, но мы проанализировали тогда жалобы людей, просто вот, там их тоже было много тысяч. Вот, ну, не такой поток, конечно, как здесь, и здесь репрезентативность сильно выше. Вот, соответственно, там было ровно то же самое. Там не было указа конкретного, но там точно так же были всем даны вот эти вот, ну, KPIs, если хотите. Вот здесь ровно то же самое. То, что какие-то направления кажутся кому-то неамбициозными, это нормально, поскольку они не являются как бы каким-то таким, знаете, там, ориентиром, там, маяком, там, я не знаю, огоньком на болоте, да. Они должны быть в первую очередь реалистичными. То есть, если чиновник понимает, что это, там, какая-то мечта Хабирова там, о светлом будущем, ну, он может найти миллион причин, почему мечта не сбылась, да? А тут ему дано конкретное задание. Вот это то, что ты должен сделать. И не сделаешь, ну, вот пойдешь, так сказать, искать другую работу. Вот и вся история. То есть, как бы это на самом деле просто некий план работы, просто некие коэффициенты по эффективности, которых они обязаны достичь. Это вся история. Вот наш слушатель Ержан напоминает нам историю с остановками. Остановка в Туймазах, смех по всей России, остановка в Хайбулетском районе. Может, Башинформ запилит репортажи о сказочных остановках в районах? Понимаю, на автобусе вы не ездите. Слушайте, а на Башинформе были репортажи и про Туймазы, и про Хайбулинский район. Более того, собственно, тот мониторинг, который Ради Фаритович получает именно от Башинформа, содержал информацию или о том, и о другом случае. В первом случае проверка, которая выехала, ну, настолько явных нарушений не увидела, потому что, ну, там, во-первых, деньги были небюджетные, во-вторых, и там как бы цена была хоть как-то оправдана, там элементарно был профнастил, да, везде, а здесь вообще была какая-то пластмасса. Вот здесь ровно так же из мониторинга, ну, в общем-то, вот этих потенциальных инцидентов Ради Фаритович эту ситуацию, находясь в отпуске, увидел. И, находясь в отпуске, же дал контрольному управлению поручение проверку провести. Проверка была проведена. И Башинформ писал я по ходе проверки, поэтому вы, Ержан, так сказать, матчасти учите, смотрите, были репортажи на Башинформе или нет. Там про все есть репортажи. В общем-то, в этом как бы и прикол, что мы, наверное, пишем не меньше, чем «Эхо Москвы», как бы, о тех проблемах, которые в республике есть. Вот кое-какие такие события в республике происходят, да, и иногда люди ждут каких-то оргвыводов и, может быть, даже кадровых решений. Вот, в частности, сейчас мне в голову приходит история с Сибаем, вот с этим смогом, да, с высказываниями главы города, а в результате глава города не только не ушел в отставку, но и получил даже орден. Правда, это уже не свежая новость, но так или иначе. Нет, вот я могу это прокомментировать. Смотрите, то есть в том, что касается как бы появления смога в Сибае, глава совершенно виноват не был.
Вот. А как раз, когда началась операция по нейтрализации этого смога, ну, честно, мы просто со стороны наблюдали, у меня там все время были сотрудники мои в Сибае, мы видели, как работает Сибай, вся администрация и лично глава. Слушайте, но он спал там по 3 часа в день, как бы, и реально очень много делал, поэтому он получил орден за работу, которую он сделал, и реально, в общем-то, во многом его заслугой было, что этот смог еще мог там много месяцев болтаться, потому что, ну, все приехали из Уфы, поручения раздали, а контролировал-то он, глава. Вот, понятно, что когда он начал обзываться там на активистов, он за это получил по шапке от Ради Фаридовича, собственно, ну и признал, что был неправ, тоже извинился, ну и, собственно, ну, слушайте, люди могут как бы немножко эмоционально реагировать на какие-то вещи, когда вот он там пашет круглые сутки, да, а ему там в грубой форме предъявляют вот те претензии, как бы, которые были предъявлены. Тоже несправедливо, на самом деле, были предъявлены. Ну, человек живой, да, человек реагирует, что тут сделаешь. На прошлых эфирах мы не раз упоминали вот тему взаимоотношений вашу непосредственно, там, руководство республики со средствами массовой информации. Между этими встречами кое-что изменилось. В частности, вы извинились перед Рауфой Рахимовой публично. Да, видеоролик был. Помирились с некоторыми другими представителями СМИ, которых вы называли троллями, в частности, в нашем эфире. Ну, потому что они меня троллили, поэтому я называл троллями. Что пошло иначе? Что изменилось? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что с обеих сторон ведь как бы были извинения, если вы обратили внимание. И те ребята, которые написали какую-то ересь про меня, про Уфу, они тоже извинились, в общем-то, и сказали, что они получили просто из неподтвержденного источника эту информацию, что она оказалась сложной, что они в этом убедились. Поэтому, в общем-то, это же нормально, когда люди с обеих сторон свои ошибки признают. Вот. А в войне вечно жить нельзя, любая война заканчивается миром, и там, да, там кто-то написал неправду, кто-то на это обиделся, потом все сели, переговорили. Рауфа очень талантливый, очень симпатичный мне человек. Я очень рад, что мы с ней больше не в ссоре, потому что, ну, она действительно интересная, она может очень много пользы республике принести, и начала уже это делать снова. Вот, и, собственно, в этой ситуации мне совершенно не зазорно извиниться, тем более, что я, наверное, тоже где-то палку перегнул, потому что, ну, они мне показали вот документы, я посмотрел. Ну, потом самый, честно говоря, главный документ, который я увидел, это я увидел слезы в ее глазах, когда она рассказывала про детей больных. Вот, и я просто подумал, что, ну, действительно, я зря, наверное, допускал, что эти деньги могут на что-то еще тратиться. Вот, я думаю, что они тратятся на дело, и очень рад, что, в общем-то, мы все пришли к этому выводу. Вот. Рауфа Рахимова, в том числе вот и я, и еще многие люди вступили в Совет по правам человека, который был организован при главе республики. Пока вот я лично, да, особых каких-то результатов не наблюдаю, ну, в нашей деятельности. Вот на ваш взгляд, этот орган такой вот общественный, консультативный, он будет иметь смысл? Ну, конечно, он уже имеет смысл, потому что, слушайте, власть ведь она же такая, она... Если она закрытая, окукленная, то она в конце концов начинает верить в свою непогрешимость. А здесь вы на любом заседании, на всех ваших комиссиях, вы садитесь и говорите о каких-то болевых точках, и пройти мимо этой информации невозможно. Тем более, что вы все там очень медийные, очень все от вас разлетается информация очень хорошо. Поэтому, конечно, есть от этого совета польза уже и огромная. И вообще, как бы, это же все было скалькировано с Российского совета по правам человека. И там абсолютно такая же ситуация, точно такая же польза. Там вот есть вот эти вот вредные люди со своим мнением, как бы, да, с критическим мнением изначально по всем вопросам. Вот, ну, просто они так вот настроены, и это хорошо, потому что, ну, и президент страны сидит терпеливо, там вот не как наши депутаты Курултая, там 2 часа, да, по регламенту, и потом до свидания, кто не успел, тот опоздал, а там все время, вот слушать до тех пор, пока все не выговорятся. Вот, и это же хорошо, на самом деле. То есть, если ты думаешь, что вот сейчас ты пришел, один раз сказал там что-нибудь, там, свободу, там Пете Васечкину, как бы, да, или там... Ну, у нас есть конкретный кейс уже, Айрату Дильмухамедову, мы высказались, мы поручительство подписали, суд не прислушался. Я знаю, смотрите, но я, честно говоря, я не очень понимаю этот ваш холивар, да, то есть, по-моему, парень всей своей жизнью, как бы, да, вот, стремился попасть за решетку, и не один раз. Слушайте, ну, он же действительно говорит какие-то парадоксальные, жуткие вещи. Я вот, благодаря вот этому вашему интересу, да, тому, что вы вот это, я поковырялся просто в каких-то заявлениях, но это уже ужас какой-то. Я реально такого не видел в исполнении. Это же высказывание мнения, я последние такого уровня, ну, как бы, действительно, я экстремизма не скажу, там, экстремальности скажу, да, потому что я не судья, чтобы говорить, экстремизм это или нет, но, хотя он уже осужден один раз за это, или не один, по-моему, даже. Но это же действительно было диким перебором. Можно не соглашаться с его высказываниями здесь. Послушайте, ну, если там вы, там, вот, как бы, да, все присутствующие, вы, там, Рауфа, Наташа Павлова, вы говорите
правду, но вы же никогда не используете такого рода резкости и такой запредел, который национальности друг с другом стравливает, Ну, в который общем, социальные мы не среды... политики, мы стараемся быть объективными, мы работаем в СМИ. Слушайте, но если человек это делает, это же, это же очень похоже на нарушение закона. И вот есть как бы ФСБ, есть МВД, есть суд, которые посмотрели на это. Как бы они могли человека, который не виноват, и когда по закону это неправильно, как бы они могли его посадить второй раз подряд? Ведь, наверное, что-то есть в этом. Я не очень понимаю в этом смысле вашей вот этой вот... Мы же понимаем, что есть все-таки у нас священной войны. Закон и его правоприменение, да и сами законы зачастую вызывают вопросы. А ты сам вот читал его эти вот заявления? Разумеется, некоторые заявления были озвучены здесь у микрофона. Ты мог бы повторить вот за ним что-нибудь из его заявлений? Просто вот как человек. Я думаю, что не смог бы, потому что просто тебе бы это претило. Нет, процитировать-то я его могу, просто другое дело, что я могу не соглашаться, и я не согласен действительно с его высказываниями. Просто я не согласен и с тем, что за высказывание человек должен находиться в тюрьме. До суда. Слушай, причем. Бывают ведь такие высказывания, которые ведут к каким-то очень нехорошим процессам, и поэтому, возможно, наша Фемида вот это все там усмотрела. Я внимательно не читал, но, честно говоря, даже не очень хочется. Это как будто как тут читаешь, и как будто испачкался, да, вот, я очень, к тому же, не люблю вот эти, особенно межнациональные дела, да, когда кто-то провозглашает себя более правильным, чем другие. Я очень переживаю, когда такие вещи волей-неволей вижу. мы возвращаемся к разговору о либерализме, да, все-таки либерализм подразумевает свободу высказываний, свободу слова и так далее. Свобода с точки зрения философии, знаете, да, это как бы все-таки некий набор как бы ответственности и необходимости, в любом случае некие рамки, поэтому она не может быть безврежной, да, она не может быть заходящей на территорию свободы другого человека. Когда кто-то свободен сказать, что я вот такой-то национальности, и это очень здорово, а остальное не очень хорошо, я как бы не будучи, например, той же национальности, я начинаю как бы быть ущемленным. То есть эта свобода не имеет права ущемлять другую свободу. А та его свобода точно ущемляла другие свободы. Но его слова не приводили к конкретным действиям, которые ущемляли бы чьи-то права. Послушайте, любые слова материализуются. То есть любые слова, брошенные, собственно, куда-то, они потом приводят к какому-то действию. Пусть маленькому, пусть там кто-то кому-то в глаз дал после этого, да, или там кто-то записался там в какие-нибудь джихадисты, уехал там куда-нибудь в Сирию. Может быть, только отчасти благодаря этим словам, может быть, сильно благодаря этим словам. Но в любом случае, если эти слова вызывают такой позыв, как бы, то если слова эти говорить нельзя. И я вот из этого исхожу. Я просто думаю, что, наверное, вам надо какой-то другой кейс поискать. Но я анализировал его слова, наверное, все-таки чуть более внимательно. Я пришел к выводу, что он просто рассуждал о том, что федерализм нужно бы немножечко пересмотреть, больше прав регионам дать, и что иногда наше правосудие оказывается излишне жестоким по отношению к людям. Я в этой студии неоднократно и много раз, и вот сейчас повторяю еще раз. Я согласен, что у нас слишком централизованное государство. Я согласен, что регионам нужно дать больше полномочий и так далее. Но то, как я сейчас это говорю, точно не приведет меня в тюрьму. Потому что я не говорю что-то, что каких-то людей вдохновит на какие-то антизаконные поступки. Ну, собственно, в этой ситуации все-таки, наверное, не так. Он тоже не призывал к нарушению территориальной целостности напрямую. Он говорил, нам нужно договориться с центром на других условиях. Ты говоришь напрямую. А если на кривую призывал, тогда это что, хорошо? Ничего хорошего нет. Еще раз говорю, вам надо просто все-таки, мне кажется, тоже думать об этом, как о каком-то кейсе, не вот там сатрапы режима закрыли там хорошего человека. Он талантливый, кстати, человек тоже. Вот, но ведь надо же думать и о том, что во-первых, вот вы все время задаете вопрос Хабирову. Хабиров-то какое отношение к этому имеет? Это все началось задолго до его приезда сюда. Там то, что когда-то Хабиров... в данном случае, как члены СПЧ, мы не к Хабирову хотели обратиться, мы хотели обратиться в суд, призвав к гуманности, отпустить до суда под домашний арест, не более того. То есть мы не претендовали на роль правосудия, на роль судьи, да, мы говорили о том, что можно проявить как бы милосердие и отпустить до суда домой, все. Я не знаю, я вот это на усмотрение суда, наверное, это можно было бы сделать. Я здесь вот не специалист, не разбираюсь в этом. Но в целом, я говорю, мне как-то вот очень странно, что, будучи настолько людьми цивилизованными, вы поддерживаете достаточно нецивилизованные речи. Татарские общественники по поводу татарского диктанта, который недавно прошел в республике, написали открытое письмо Хабирову, в котором возмутились, как они говорят, грубым вмешательством Министерства образования Башкирии в ход проведения самой акции, возмутились текстом диктанта, который они называют навязанным этим ведомством, и отмечают в письме, что в этом тексте в основе его лежит повествование с политическим подтекстом, где лейтмотив сводится к превосходству одной нации над другой.
Вот вся эта история, как вам? Я думаю, что если бы там было превосходство одной нации над другой, то создатели этого текста сидели бы в тюрьме уже тоже, потому что это тоже нарушение закона было бы. Вот. Я думаю, что никаких нарушений в этом смысле такого но ведь там нет. Мы с вами понимаем, что у нас избирательность все-таки присутствует. Руслан, да? я хочу, знаете, что сказать? Я хочу сказать, что вот по обе стороны административной границы, да, в моем понимании вообще нет на самом деле границы между башкирами и татарами. Это исключительно вопрос, так сказать, собственного умозаключения и собственного решения. Да? У меня бабушка первую половину жизни говорила, что она яростный башкир, как бы истинная дочь башкирского народа. А потом, когда дедушка начал лишнего выпивать, она начала говорить ему, что вы, башкиры, все пьяницы, а я вот настоящая татарка, и я не пью вообще. Вот. И как-то вот это вопрос абсолютно надуманный, проблема надуманная. И просто есть люди, которые вот так или иначе пытаются как-то вот погреть руки на том, что вот как будто бы защищают какие-то права башкир, татар, как-то там униженных, оскорбленных или каких-то еще. На самом деле чушь все собачья, нет никаких униженных, нет никаких оскорбленных, нет никаких, как там, пропаганды, превосходства одной нации над другой. Ерунда полная. Я думаю, что спекуляции на эту тему надо просто останавливать достаточно резко и... А почему резко? Почему нельзя просто обсудить, сесть, поговорить, предъявить аргументы? Потому что, Руслан, любая спекуляция на теме межнациональной может привести черт знает до чего. Кто бы мог представить когда-то, что там вдруг... Вы знаете, я еще застал советское время, там, да, например, в Югославии, мы учились на журфаке, там, у меня было там две подружки, одна сербка, другая хорватка. Лучшие подруги. И вот они приехали учиться в Москву, а там у них началась резня между сербами и хорватами. Они тоже никогда не могли бы такого представить. Это было точно так же близко, как башкиры и татары. Точно так же они не могли границу провести между ними. И тут вдруг такое, понимаете? Потому что вот на все это я насмотрелся в 90-е годы, да, когда еще многие из ваших слушателей, и вон звукорежиссер, наверное, еще не родился. Я насмотрелся, и я не хочу даже близко об этом даже думать. Поэтому все, кто этим занимаются, вот не надо. Просто остановитесь. Потому что это просто опасно. Но люди хотят сохранить идентичность, сохранить язык. А сохранять идентичность очень легко, на самом деле. И это очень свободно, совершенно спокойно можно делать. И в Башкирии, слушайте, я не знаю в Башкирии никаких проблем с сохранением татарской идентичности. Их просто нет. Слушайте, татарские театры есть, татарские школы есть. Пожалуйста, говори на татарском, хоть обговорись. Нету такой проблемы. Но, опять же, они заявляют, что есть у нас якобы предпосылки к тому, что на скорой переписи населения будут людей переписывать вновь, убеждать их переписываться из татар-башкиры, например. Совершенно точно никто не будет делать, на самом деле. Но при этом я вообще убежден в том, что, как вы говорите, башкирами запишутся. Я думаю, что довольно много людей. Я думаю, что точно не меньше, чем раньше это было, потому что, сейчас идет некая волна у людей такого оптимизма, да, то есть люди начали себя идентифицировать с регионом, идентичность региональная появилась, региональная идентичность, естественно, по названию это Башкортостан или Башкирия, вот, поэтому я просто как вот специалист по, так сказать, по общественному некоему сознанию, поведению, могу прогнозировать, что, в общем-то, ассоциировать себя с регионом, с его названием будут вот многие люди, потому что сейчас подъем, сейчас очень много людей расценивают то, что происходит, как хорошее действие. Вот, и поэтому, может быть, есть какие-то люди, которые переживают об этом, может, кто-то хотел бы, чтобы башкир стало меньше. Но на самом деле, смотрите, какая-то условная абсолютная вещь. Когда мы говорим вообще какие-то понятия средневековые, про какие-то проценты какой-то крови, это же ерунда полная, это же антинаучный подход, потому что нету у нас с вами в крови ни башкир, ни татар, ни украинцев, никого там нет, там есть тельца кровяные только. Вот. И наша с вами национальность, это же исключительно вопрос самоопределения. Там нельзя никак по-другому определить эту национальность. И поэтому вот я прогнозирую, что если в Башкирии хорошо будут дела идти, и в 2020 году тоже, многие будут ассоциировать себя с башкирами и писать, что да, вы башкирами. У вас вот звукорежиссер сейчас, Никита человек, да? Он перед началом эфира говорит, что, Алга? Он произнес башкирское слово. Это совершенно нормально, потому что, вот человек здесь живет. Человек, который жил бы с именем Никита в Ярославле где-нибудь, он никогда бы не произнес слово «Алга», понимаете? А этот произносит. Значит, он не совсем тот человек, который живет там, в Ярославле. Так что, Никит, пиши смело, что ты башкир. Но, опять же, если не делить татар и башкир, в любом случае вот представители этих народов говорят, что у нас с языками проблема, да, отмена обязательного изучения приводит к тому, что люди отказываются и в конце концов теряют эту самую идентичность. Вот хотя бы с этой позиции согласны? Знаете, я думаю так, может быть, сейчас меня кто-то кинет камнем, конечно, да, мне кажется, что добровольность в этом смысле абсолютно правильный подход, потому что, слушайте, я вот тоже, например, я к 40 годам только примерно начал дико скучать по башкирскому языку, на котором я говорил в детстве. Я созрел
сел, я сам взял какие-то книжки, какие-то пособия, закачал себе приложение, дурацкое, кстати, мне не понравилось, надеюсь, что сделают лучше, вот, и начал восстанавливать себя в памяти тот язык, который сохранился пока на уровне только 7-летнего человека. Я сам к этому пришел, и я сам это делаю, меня никто не заставляет. И я кайфую от этого, от того, что я могу там сказать «барана-бара, тарана-тара», да, там, например, какую-то пословицу, которая вдруг там вылезла откуда-то из детства, или там еще какой-то стишок рассказать, или песню спеть. Там, да, Кузину Рэм, да. Когда, если бы это было тогда, вот когда, например, я поступил на первый курс в университете, и меня бы там, например, заставили бы поучить, да, честно, у меня бы это не нашло никакого отклика, потому что, тогда мне хотелось заниматься другими вещами, да, и учить хотелось другое. И это был один и тот же я, да. Собственно, поэтому мне кажется, что наоборот, вот пусть это все будет таким свободным, спокойным, пусть люди любых национальностей используют какие-то башкирские слова, если им прикольно, да, там, как вот Никите Алга, да, еще что-то такое. Вот это вот, на самом деле, проникновение абсолютно спокойное, ровное, как бы, да, создание той самой единой национальной, региональной, если хотите, даже идентичности, вовсе не обязательно этнически мы должны быть все одинаковыми. Вот это будет очень хорошо, потому что, когда появляется некая общность у людей, они вместе понимают, что вот, надо что-то делать, чтобы всем нам было лучше, а мы сейчас сеть, мы сейчас не вертикальное общество, мы все друг от друга сейчас зависим. Тогда мы все вместе и будем лучше жить. А если мы будем, нет, вот эти козлы, а мы хорошие, как бы, да, или вот эти нас заставляют делать вот это, эти нас заставляют учить язык, а эти заставляют нас писать диктанты, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вот поэтому, собственно, я вот за такую, как бы, дружбу, взаимопроникновение, взаимопонимание, как бы, я уверен, что к этому все равно мы придем, потому что мы нормальные люди, а среди нормальных людей по планете Земля национально озабоченных всего лишь в районе 30%. И у нас тоже такой же процент. Значит ли это, что, в принципе, вы не были бы против, если бы в России территориальное деление было бы не национальным, а условно там квадратным, как в Штатах? Нет, я думаю, что сейчас это как бы сослагательного наклонения уже не имеет, уже есть такое деление, какое оно есть. Если сейчас мы скажем, что вдруг отменяются республики по стране, то, конечно, это будет взрыв такой социальный. Я думаю, что на это никто не пойдет. Вот, но вообще, собственно, деление тоже достаточно условная вещь. То есть, за эту границу уже никто не просит там паспорт с визой за переход, правильно? Не нравится жить здесь, едешь туда. И, собственно, все регионы в примерно одинаковых условиях. Я думаю, что какой-то большой диспропорции, наверное, нет. Это был Ростислав Мурзагулов. Всем спасибо, до свидания.